Это программа «Неономад». С вами Арман Нурмуханбетов. Мы рассказываем о древних ценностях цивилизации кочевников Великой Степи, о том, что дало успех нашим предкам в прошлом и что может нам обрести успех. Мы направляемся в город Исыкин, бывший Казахского района Алматинской области. Именно в государственный заповедник музей Исык, расположенный на гигантской территории более 400 гектаров, на которых размещены порядка 90 и даже более курганов сакской эпохи. Это место, где был найден золотой человек. Все говорят о золотом человеке как о его погребальном комплексе. Именно в этом костюме в золоте он был погребен. И упоминают место захоронения. Но где же он жил? Где находится дом золотого человека? Должен же быть какой-то дворец, если он царь. И он существует. Это открыто еще в 1999 году в городище Рахат. Это целый комплекс дворцовых сооружений, центральный из которых, самое главное, состоит из цитадели и двух окаймляющих его стен. Причем цитадель имеет 5 углов. Это пентагон сакского времени. И высоту эта цитадель составляет 50 метров, 17-этажное здание. Давайте посмотрим его поближе. Ну, мы прибыли к цитадели, центральной цитадели замка сакских царей. Давайте посмотрим, что там внутри. Если вы обратите внимание, то здесь, то там увидите такие разработанные места, раскопанные. Здесь постоянно происходят какие-то исследования. Китайские, корейские, казахстанские археологи постоянно ведут исследовательские работы. Но об окончании говорить еще рано, потому что исследование целого города – это очень затратное, долговременное дело. Здесь, на этом месте, хотя и основанном саками, на протяжении последних 2500 лет уже по предварительным исследованиям доказано, что жизнь ни на минуту не угасала. После саков здесь жили гунны, тюрки, вплоть до казахского периода здесь находились люди. Постоянно обнаруживают различные находки, артефакты, места погребений и так далее. То есть перспективы у этого памятника впереди просто потрясающие. Давайте рассмотрим его детально. Теперь смотрите, мы стоим на центральной цитадели. Она пятиугольная, как я говорил выше. И посмотрите, какие склоны. Как будто срезанные ножом. Представьте, как трудно будет их штурмовать. А теперь посмотрите, вот эта гряда и следующая за ней. Это не просто холмы, это две оборонительные стены. Возвышение – это башни, то есть тройная стена. Представьте себе, здесь стоит строй лучников на этой стене и на 3 строя лучников. Вот это все пространство жестко простреливают луками. Теперь посмотрите, вот эти мазары, видите? Они установлены на точно такой же структуре, но меньшей размерами. То есть еще один замковый комплекс. И там в отдалении вы можете увидеть еще мазары. Там находится 3-й, точно такой же комплекс. То есть фактически 3 замковых комплекса полностью закрывали вход в это ущелье. Здесь была какая-то база, которая
преграждала путь или контролировала какие-то проходы. Пойдемте дальше. Вот представьте теперь себя сакскими царями. 2500 лет назад вы стоите на этой цитадели и смотрите вдаль. Представьте, все это пространство было под покровительством этих людей. А теперь посмотрите, там вы видите исыкские курганы. Там сейчас находится музей. Здесь ближе, видите вот эту полоску деревьев? Это древнее русло реки Исык. Именно здесь протекала эта река. И выходит, что там мир мертвых, а здесь мир живых. И это граница между мирами. По сию пору казахи именно так хоронят. На одной стороне реки или дороги стоит аул, на другой стороне кладбище. Именно здесь жили сакские цари, а там хоронили своих предков. То есть мы находимся в том месте, где в то время полыхали знамена сакских царей. Именно отсюда они выходили в дальние походы в Китай, в Индию, в Персию, вплоть до Греции. А чуть позже отсюда вышли не прямо из этой земли, но их наследники, наследники саков, сарматы, дошли аж до Англии и Италии. То есть мы находимся не просто на каких-то холмах, это не просто резиденция золотого человека, но это сердце сакского мира. Но мы говорим о духовных ценностях кочевников Великой Степи. Какими же они были, сакские цари? Во что они верили, чем жили, что ценили? Да, о саках говорят, что это были справедливейшие из людей, мужи, чтящие закон. Но чтобы понять, какими были цари этих людей, я хочу рассказать сегодня о царицах. Однажды на саков напали медийцы, разбили войско саков, а царя Аморга взяли в плен. Тогда жена Аморга, царица Зарина, собрала остатки войска, женщин, детей, стариков, напала на медийцев, отбила своего мужа из плена и разбила неприятеля. Но в какой-то момент некий медийский юноша выбил ее из седла. Она упала на землю, и ее противник уже занес над ней клинок, чтобы добить ее. Но в этот момент шлем упал с ее головы, и он увидел, насколько она прекрасна, и воспылал к ней любовью. И в сердце Зарины зажглась ответная любовь. Так они и стояли, эти два молодых человека, смотря друг на друга посреди поля битвы, пока не подоспели саки, схватили этого медийца и хотели его убить. Но Зарина остановила их и сказала: это мой пленник, отведите его в лагерь. В этом лагере медийский юноша прожил долгое время, и все это время, естественно, пытался добиться взаимности от Зарины, потому что он знал, что она тоже думает об этом. Но чем настойчивее он пытался этого добиться, тем увереннее Зарина отказывала ему, и в какой-то момент, воспылав гневом, она сказала ему:
истинному воину должно побеждать не только врагов внешних, но и врагов внутренних, коими являются вожделение, гнев, страх, зависть, ненависть. Смущенный юноша ушел от Зарины. Некоторые летописцы говорят, что он вернулся на родину. Другие говорят, что он покончил жизнь самоубийством от неразделенной любви. Но это не важно. Главное здесь, что сакская царица, эта достойная, великая женщина, понимала, что если она изменит мужу, то она изменит всему народу. Она показала, что сакские воины были не просто мясниками, не какими-то кровавыми убийцами на поле брани. Они были возвышенными рыцарями. И главное в том, что Зарина говорит об абсолютно актуальных вещах. Каждого из нас каждый день одолевают темные страсти, негативные эмоции. И мы должны с этим бороться, как настоящие воины, и побеждать. Да пребудет с нами победа!